Are you ready? Здравствуйте, дорогие друзья! Редакция нашего сайта решила сделать серию репортажей под общим названием «Гомель творческий», объединенных идей, рассказать о живых, активных, творческих людях города Гомеля, которые неравнодушны к жизни и неравнодушны к делу, которым они занимаются. Наши поиски нестандартных явлений привели нас не куда-нибудь, а в гараж, где репетирует музыкальная группа. То есть, по сути дела, мы столкнулись с гаражным роком в его современном гомельском проявлении. И вот этот гаражный рок представляет нам музыкальный коллектив под названием ИТД. Здравствуйте. Доброго дня, всем доброго дня. Как выяснилось при ближайшем проявлении, хотя группа малоизвестная или совсем пока что неизвестная, но состоит она из личностей в Гомеле известных и достаточно широко, хотя может быть и в узких кругах. Это в частности Тимофей Ежов, лидер замороженного проекта «Мало места». It's me. Петр Шкаленок, некогда игравший в группе Thanatos, и Юрий Ежов, известный по выступлениям за такие коллективы, как All Narrators Orchestra и Miss Silence. Ромейро еще. Ромейро еще, да, Ромейро. Как же я мог пропустить такой коллектив, как Ромейро? Вот. Так, собственно говоря, первый вопрос, он касается антуража. Вот я только слышал про гаражный рок, но никогда с ним не сталкивался. Поэтому я даже плохо себе представляю это явление. Что это для вас? Это какой-то символ продолжения традиции или это просто наиболее удобный с утилитарной точки зрения на данный момент вариант? Играя в гараже, мы, во-первых, конечно же, продолжаем традиции таких известных исполнителей, как Металлика, Нирвана, Филипп Киркоров. Филипп Киркоров играл в гараже, никогда не слышал. Он был молодой, я думаю, играл, конечно же. Вот. Каждый гараж. Гараж это круто, гараж это стильно, гараж это сильно. Хорошо, я понял этот момент, но хотел бы уточнить. А Филипп Киркоров каким-либо образом отразился в вашем звучании? Конечно. Вот, например, ваше сырое гитарное звучание, оно каким-то образом от Филиппа Киркорова пошло? Ну, я бы сказал не так. Моя вокальная манера, я думаю, весьма напоминает Филиппа Бедросовича. Я надеюсь на это, по крайней мере. Вот. А сырое гитарное звучание, если серьезно, вот, да. То я могу сказать свою позицию, как бы я с тех пор, как я начал слушать рок-музыку лет с 10, вот, я уверен, что в группе не должно быть больше 3 инструментов: бас, гитара и барабаны. Этого достаточно вот так вот. Вот. И не должно быть больше этих инструментов, все остальное попса. То есть вы исповедуете минимализм? Естественно. Ветер больших перемен, лучше я останусь от него в стороне. Лучше я останусь не с сценой на воле, где мне моей роли хватает вполне. Но нет в свете места страшнее, чем рай, потому и манит нас адский огонь. Если бы мне кто-нибудь сказал: выбирай, я бы обязательно выбрал огонь. Такой простой и сильный огонь, который согревает внутри, теплом нам дающий друг другу, ведущий. Тебя я умоляю, гори, тебя я заклинаю, гори, и согревай до самой весны, пока ночами долгими, югами долгими будем вспоминать наши сны. Вопрос есть лично к тебе, Тимофей. Ты, как уже говорил, личность в Гомеле достаточно известная, музыкой занимаешься очень давно, больше 10 лет, это точно. Занимаюсь. Занимаешься, да. Периодически то появляешься на гомельском музыкальном небосклоне, то исчезаешь с него, вот какие-то у тебя взлеты и падения присутствуют. Откуда ты, вот где ты нашел мотивацию, чтобы после того, как прекратил свою активную деятельность твой предыдущий проект «Мало места», чтобы все начинать практически с нуля, придумывать что-то новое вот с этим коллективом и т.д.?
и т.д. Или это какой-то постскриптум к твоей всей предыдущей деятельности? То была деятельность, а теперь и Нет, т.д. я считаю, что наоборот, это только самое начало всего, что я делал, как бы, вот. И не важно, как бы я вообще стараюсь не заморачиваться, не думать о том, что там было когда-то. Вот, это важный момент. Скажем так, откуда я черпаю, просто, песни берутся откуда-то, а раз они берутся, значит, они должны играться. Здесь чисто, как бы, для меня лично, если серьезно уже говорить, для меня лично это просто тяга делать музыку, драйвовую музыку, вот, не более, и не менее. Ну хорошо, а есть люди, которые делают музыку сами по себе, в одиночку. Почему у тебя тяга делать ее именно еще с людьми в коллективе? Как бы это же звук, это мощь, это драйв, как бы, в любом случае. Вот. И это в первую очередь. Под гитару оно, конечно, хорошо самому себе, но как бы с ребятами гораздо все получается веселее, скажем. А есть ли какая-нибудь преемственность с предыдущим твоим проектом, с Маломеста? Не думаю, и не думаю, что эта преемственность будет, как бы, и не стараюсь как-то это афишировать вообще, что как бы, что у меня был еще какой-то проект. Зачем? Уйдем, куда глаза глядят, уйдем, пока не поздно. Огромным тем, что до сих пор вас не помним наизусть. И только наша будет ночь, и только наши звезды, и только наш с тобой путь, Млечный Пока что нигде не выступаете, не записываетесь, а всем хорошо известно, что заниматься творчеством легче всего, когда есть адресат. А у вас слушателей на данный момент фактически нету. Вот просто репетируете и все. Откуда вы черпаете мотивацию и в чем вы находите удовлетворение, чтобы вот просто регулярно собираться и репетировать без зрителей, без слушателей, без адресата? Прежде всего для того, чтобы найти своего слушателя и хорошо, скажем так, с самой лучшей стороны себя показать, да, нужно, конечно же, много времени проработать именно репетиционную часть музыки, и уж только потом показать то, что мы можем, в самом своем лучшем виде. Поэтому мотивацию мы берем здесь в душе, наверное, пока. И надеемся, что рано или поздно слушатель услышит нас, поймет нас, и количество этого слушателя будет только лишь увеличиваться. Ценит. И оценит, конечно. Ну какие у вас в связи с этим творческие планы на будущее? Вообще нам нравится собираться вместе, я думаю. Правда? Естественно. В этом заключается какой-то, я не знаю, какой-то такой определенный шарм душевный. То есть музыка, она должна быть, наверное, прежде всего для себя, и уж только потом для кого-то. И вот когда она есть в нас, когда она присутствует в наших душах, в нашей голове, то, конечно, я думаю, что слушатель рано или поздно оценит. В наших планах мировое господство. Вот. Я думаю, после выпуска альбома, который обязательно станет платиновым, у нас будет турне, уже есть в планах, да, конечно же, уже есть в планах пригласить на разогрев Пола Маккартни, Queen и Doors. Как бы, вот. Я думаю, у нас все получится. А Нирвану еще. Вот, обязательно. Но так далеко даже Филипп Киркоров не замахивается, по-моему. А зачем? А мы не
разменивайся по мелочам. Более, а на что в этих планах может рассчитывать гомельский зритель? На концерты может рассчитывать в любом Время от случае. времени. Конечно. Или Я да. думаю, концерты будут веселые, драйвовые. если Хорошо, они будут. расшифруйте, пожалуйста, для наших читателей ваше загадочное название ИТД. Что Ты оно скажи. означает, какие в нем есть подтексты. Да и вообще Юра первый это произнес, вот. Не, ну, подтекстов много в названии вообще. Тимофей и другие только буквы стоят. В Немножко разнобой, непонятно, да. да? Имитация Другие. творческой деятельности. А, Вот. имитация творческой Да, деятельности. или просто и Это, так наверное, далее. самое главное. И так далее просто может расшифровываться. Ну, имитация творческой деятельности, на этом, я думаю, и остановимся. Вот. Хорошо, спасибо большое, ребята. Ну и теперь сыграйте для наших читателей какую-нибудь вашу песню. Обязательно. Ничего не